утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». Здравствуйте. На календаре понедельник, 3 октября. В студии Екатерина Данилова. Какие изменения ждут жители Чувашии с этого месяца, сейчас расскажем. В первую очередь они коснутся безопасности школьников и малышей в детских садах. Во всех образовательных организациях Чувашии с 1 октября усилит пропускной режим, заявил министр образования региона. Так, на постах охраны школ и детсадов республики начнут работать лицензированные специалисты, точнее сотрудники ЧОПов. А заходить на территорию образовательных учреждений теперь можно только через центральный вход. Все остальные закрыты. А теперь новость для автомобилистов. В Чувашии, как и по всей стране, изменились правила ОСАГО. Теперь в случае ДТП сообщать о случившемся в страховую компанию, собирать данные очевидцев, писать заявление, чтобы получить результаты экспертизы, не нужно. Также автовладельцы больше могут не сообщать о факте смены госномера транспортного средства, если это произошло после оформления полиса. Страховщики получат сведения самостоятельно через автоматизированные электронные базы данных. Однако, если компания в течение 3 дней не уведомила вас о том, что она получила информацию, лучше действовать по старой схеме – через личный кабинет, по электронной почте или посетить офис. Октябрь подкинул приятных новостей и пользователям общественного транспорта в Чебоксарах. Так, добраться из микрорайона Садовый до северо-западного района, улицы Гагарина и Благовещенского теперь можно на новых автобусах под номером 12. Маршрут вернули на столичные дороги. Видоизменился подвижной состав на 41-м маршруте. Вместо микроавтобусов в рейс выходят полноценные автобусы среднего и большого класса. Интервал их движения в час пик составляет 10 минут, сообщили в администрации города. Кстати, тех, кто в республике привык кататься зайцем, теперь будут наказывать строже. Размер штрафа увеличился со 100 до 500 рублей. Соответствующий закон подписал руководитель региона Олег Николаев. По многочисленным просьбам чебоксарцев работу ярмарки «Дары осени» решили продлить. Об этом сообщили в столичной мэрии. Приобрести продукцию с грядок можно вплоть до 9 октября на 4 площадках города рядом с торговым центром «Шубашкар», рынками Николаевский, Северный и фермерскими торговыми рядами на улице Ильгера. Фрукты, овощи, саженцы плодовых и декоративных растений, мед – это далеко не весь ассортимент, который реализуют фермеры. К слову, за 3 недели работы ярмарок местные товаропроизводители продали 132 тонны продукции. Единый билет на спектакль и выставку. Чувашский государственный театр юного зрителя запускает новый проект «ТЮЗ плюс музей». По одному билету вы можете посетить моноспектакль «Чапаев» и музей комдива Василия Ивановича Чапаева или поэтический перформанс «Сеспель» и музей Михаила Сеспеля. Это только варианты программ. Выбрать можно любой спектакль, говорят в ТЮЗе. К нему же и подобрать экскурсию в столичных музеях. Сегодня в России отмечают День ОМОНа. Мы поздравляем всех причастных к этому празднику. Я же с вами прощаюсь. Далее в эфире прогноз погоды. Не переключайтесь.